ручки, растираем. Скажите, QR-код можно очень? Салоны красоты привыкают к работе в новых условиях. Постричься или сделать маникюр теперь можно только предъявив QR-код о вакцинации, ПЦР-тест, действительный в течение недели, или справку о перенесенном заболевании. Клиентов после введенных ограничений поубавилось. Мы начали предупреждать своих клиентов заранее, за 3-4 дня. И эта новость была воспринята, мягко говоря, прохладно. Но я думаю, что через неделю уже все войдет в норму, все привыкнут к тому, что это обязательное условие посещения общественных мест. Первый локдаун отразился на нашем бизнесе, довольно ощутимый удар. Тут нужно выбирать между жизнью и заработком. Пустуют также кафе и фудкорты, хотя работает продажа на вынос. При этом на остановках толпятся люди и заходить приходится в переполненный транспорт. Самое популярное место среди горожан сейчас – пункт вакцинации. После введения системы QR-кодов все массово ринулись прививаться, хотя QR-код выдается только после введения второго компонента вакцины. Спустя час после открытия у пункта вакцинации уже более сотни людей в очереди. И такая ситуация по всему городу. Получается, как принужденно мы идем, а не по добровольной воле, как говорят. Что в кафешку не зайдешь, в магазин не зайдешь, в МФЦ не зайдешь, никуда не зайдешь. Получается, людей просто заставляют вакцинироваться. Пускают в садики за детьми, на работу не допускают, в больницы не пускают. По информации властей, темпы вакцинации после введения новых ограничений в Крыму увеличились в 6 раз. В среднем около 6 тысяч человек прививаются ежедневно.